Доброе утро, дорогая республика! На календаре 12 сентября, и это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. И предлагаем всем сегодня проснуться вместе с нами и, конечно же, встретить этот день в эти минуты прямо на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Ведь сегодня самые свежие новости о прошедших накануне выборах, а также любопытные факты и интересные гости только у нас. Тем временем, пока вы спали, появилась вот такая интересная новость. И, знаете, очень интересно для тех, особенно кто следит за своим здоровьем. Ученые Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Ее производство планируется запустить уже в следующем году. Хорошая новость с учетом того, что ежегодно, в основном в осенне-весенний период, миллионы болеют именно этим вирусом. Но о том, как защитить себя и своих близких от ОРВИ, мы узнаем сегодня, потому что к нам придет именно гость на эту тему. Перейдем уже к интересным фактам в нашей республике. Осень этого года обещает быть долгой и теплой. И это не прогнозы синоптиков или уж, конечно, не мои предсказания. Это народная примета. В Якутии, в селе Чукар Нюрбинского района зацвели подснежники необычного оттенка. А на дворе у нас, заметьте, сентябрь. Считается, что если подснежник расцветает во второй раз, значит теплой осени быть. А следующая новость будет интересна нашим телезрителям, кто встречает утро, конечно же, с нами, ну а также с чашечкой вкусного кофе. А знаете ли вы, что самый дорогой сорт кофе стоит около $700 за килограмм? Почему, спросите вы? А все дело в производстве. Копи-лювок – не совсем обычный вид кофе, который изготавливают из экскрементов лесных кошек. Именно они играют главную роль. Производят такой кофе в Индонезии, Индии, Вьетнаме и на Филиппинах. Небольших зверьков, мусангов, обильно кормят кофейными ягодами. Желудок лесных кошек не может переварить кофейное зерно, и оно выходит нетронутым. Считается, что уникальный вкус кофе приобретает за счет того, что желудочный сок расщепляет белок в составе зерен. Полученное сырье обрабатывают, моют, сушат и обжаривают. Говорят, что такой кофе совсем не горчит. Он отличается особенным шоколадным вкусом и легким фруктовым послевкусием. Сомнительное, конечно, удовольствие, но если бы у меня была возможность, я бы, наверное, скорее всего, воздержалась. А вот следующее изобретение французских ученых я бы с интересом испытала на себе. Умный ремень, который бдительно следит за вашей фигурой ежедневно. Он автоматически затягивается и расслабляется, например, после плотного обеда. Датчики и электроника находятся в самой пряжке. Они анализируют активность в течение всего дня. Сколько вы провели в сидячем состоянии, слишком много ли вы провели активного времени. Все это контролирует та самая пряжка. Она обязательно отправит на смартфон предложение вам, допустим, размяться. Переходили, пора бы отдохнуть. Стоит такой наноремень почти 30 тысяч рублей. Как вы думаете, стоит ли изобретение таких денег? И я предлагаю вам поговорить немножечко на эту тему, отправив нам свое мнение на телеграм-канал «Утро Якутии» или на наш номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Напоминаем вам, что наш телеграм-канал активен, а также наш контактный номер тоже. Вы можете отправлять туда свои предложения, вопросы, пожелания, ну а самое главное – поздравления, потому что такой уникальный шанс поздравить в прямом эфире есть только здесь и сейчас. Ну а сейчас, конечно, продолжим наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 3 градуса. В заречной группе 1-3 градуса ниже 0. В южных районах -2. В Вилюйской группе 2-5 градусов выше 0. В Нижнеленских до -3. В западных 0 градусов. В Колым-Андигирской группе улусов от -1 до 7 градусов тепла. В Янских районах 2 градуса. На северо-западе 1-3 градуса выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 1 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +14 градусов.
Мы благодарим наших коллег из информационной службы за самые свежие новости. Ведь действительно, прошедшие выборы – это уже история. Ведь они стали самыми масштабными за последние 5 лет. И, несомненно, те главы, которых будут работать на своих местах, они, конечно же, будут работать во благо хорошей жизни в их селе или городе. И, конечно, люди будут благодарны их и обращаться, конечно, с проблемами будут. Ну а сами главы, я уверена, завоюют доверие избирателей, и о них будут вспоминать добрым словом еще долгие-долгие годы, а может даже и века. А какими событиями отмечен день 12 сентября и какие личности навсегда своими деяниями вписали себя в эту историю, узнаем далее. На календаре 12 сентября. Сегодня отмечают Международный день памяти жертв фашизма, Международный день вязания крючком, День танкиста в России. По народному календарю наступал День Александра Сытника. Сытником Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей и устраивать пиры. Обыкновенно в этот день готовили сытную кашу, ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. В этот день Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. Дело в том, что первые мостовые в городе были деревянными, и Петр настоятельно о них заботился. Пещера Ласко была открыта французскими школьниками из городка Монтиньяк. Они случайно обнаружили пещеру, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками – людей и животных – быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей, нарисованными в натуральную величину охрой, сажей и мергелем. Также в этот день состоялась церемония бракосочетания Джона Кеннеди и Жаклин Лебувье. 7 лет спустя Джон Кеннеди был избран 35-м президентом США. В этот день родились Татьяна Доронина, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР. Владимир Спиваков, советский и российский дирижер, скрипач, педагог, народный артист СССР. Ирина Роднина, советская фигуристка, олимпийская чемпионка, российский общественный деятель. Милен Фармер, французская певица, композитор и актриса. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгений, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Сава, Семен, Степан и Федор. Еще одна личность, которая, несомненно, войдет в историю, это на днях ушедшая из жизни королева Великобритании Елизавета II. Весь мир скорбит по королеве, скончавшейся в сентябре. Сегодня мы решили сделать небольшую подборку из самых ярких событий в жизни этой легендарной женщины. В детстве Елизавету уменьшительно-ласкательно называли Лилибет. Впервые Елизавета II публично выступила перед своим народом, когда началась Вторая мировая война. Ей тогда было всего 14 лет. Впервые будущего мужа юная наследница престола Великобритании увидела, когда ей было всего лишь 8 лет. Символично, что Елизавета и Филипп познакомились на свадьбе, куда были приглашены. Елизавета и Филипп – троюродные брат и сестра. У них общая прабабушка – королева Виктория. Елизавета стала королевой, когда ей было всего 25 лет. Причем не только королевой Великобритании, но и 14 независимых государств. Одно из любимых украшений королевы родом из России. Это Владимирская тиара. В 1921 году ее купила бабушка Елизаветы, королева Мария. Тиару изготовили по заказу сына Александра II, великого князя Владимира, и его жены Марии Павловны. Королева носила сумочки, и это был не только ее любимый аксессуар. С помощью них она передавала своему окружению сигналы. Есть версия, что если Елизавета держала сумку двумя руками, это значит, что она не хотела, чтобы к ней прикасались. На публичных мероприятиях Елизавета всегда носила хлопковые перчатки. Она боялась инфекций. Еще бы, королевская работа подразумевает около 45 тысяч рукопожатий в год. Королева Елизавета – это единственный человек в Великобритании, который мог водить автомобиль без водительского удостоверения. И паспорта у нее тоже не было.
В 1976 году королева одной из первых в мире использовала электронную почту. Она отправила письмо с помощью предшественника интернета компьютерной сети Апронет. Наступила осень, и всем нам, кроме теплой одежды, зонтиков и крепкой обуви, нужна другая, не менее важная защита. С наступлением холодов и мокрой погоды человеку необходима помощь от микроорганизмов, которые атакуют нас с начала осени. Как себя уберечь? Почему врачи советуют прививаться именно сейчас? Спросим у нашего утреннего гостя. В студии главный эпидемиолог Минздрава Якутии Марьяна Данилова. Марьяна, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вообще, какова сейчас обстановка? Ведь именно в этот сезон, конечно, мы видим значительный рост, да, заболевших именно с тем самым ОРВИ. Вы знаете, Дарья, у нас сейчас самый ответственный период. Но не только у нас, у медиков, но и у всего населения нашей республики, страны, потому что мы вступаем в эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Мы уже сейчас наблюдаем рост заболеваемости, и, конечно же, это естественный рост, который связан с формированием коллективов, как трудовых коллективов, так и детских. У нас дети пошли в детский сад, в школы, вернулись с каникул студенты, взрослые возвращаются из отпусков, поэтому сейчас сезон наибольшего максимального контакта друг с другом, поэтому в последние 2 недели у нас рост, но рост умеренный, процентов на 10, поэтому сейчас самое время привиться от гриппа. То есть заранее лучше, да? Конечно, заранее, потому что нужно время, чтобы выработался иммунитет. Какие вакцинации, да, сейчас применяются в этом году, и что бы вы посоветовали? Мы уже несколько лет прививаем 2 российскими вакцинами. Это современные высокоэффективные вакцины. Первая вакцина называется Совигрипп. Она в своем составе имеет иммуномодулятор Совидон. И вторая вакцина Ультрикс Квадри. Как детские, так и взрослые вакцины уже начали поступать в республику, поэтому я приглашаю всех жителей города Якутска, жителей районов, муниципальных образований прийти в вакцинальные пункты и привиться. Еще, Дарья, хотела бы сказать, по данным лабораторного мониторинга сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии, то есть пока гриппа у нас нет в республике. Поэтому идеальное время до начала циркуляции вируса гриппа пойти и привиться. Хорошо, а кого в первую очередь необходимо прививать? То есть это все-таки дети, это средний возраст или пожилые люди? В первую очередь, конечно, дети. Детей мы прививаем, начиная с 6 месяцев. Почему дети еще? Не секрет, что сезон ОРВИ и гриппа у нас наслаивается в этом году с очередной волной новой коронавирусной инфекции. Поэтому дети, насколько вы знаете, от ковида в основной массе не прививаются, и мы просто обязаны их защитить хотя бы еще и от гриппа. Поэтому дети, студенты и группы риска, которые в силу своей профессии и состояния имеют высокий риск заражения. Медики, работники образования, социальной сферы, жизнеобеспечения, лица пожилого возраста, кто имеет хронические заболевания. Вот эта категория в первую очередь должна быть привита. Марьяна Андреевна, а родители должны приходить в частном порядке, да, в поликлинике и ставить эти прививки, или все-таки через школы можно это сделать? Через школы. У нас работают выездные бригады, и если ребенок организованный, то выезжает в школу, в детские сады. А если ребенок никуда не посещает, конечно, нужно записаться и подойти в детскую поликлинику. Ну и следующий вопрос, раз уж мы затронули тему коронавирусной инфекции, защищает ли эта прививка от коронавируса? Нет. Вакцины у нас специфические. Каждая вакцина от какой-либо определенной инфекции. Вакцина от гриппа, от ковида, но их можно совместить в один день. Поставить одновременно, естественно, в разные участки тела, разными шприцами. Разрешается. Допускается. А что по поводу запаса? Хватает ли нам вакцины от гриппа, ОРВИ, да? И особенно в труднодоступных населенных пунктах, в районах?
Вакцина поступает с конца августа. Мы должны привить в этом году не менее 60% населения республики. И, конечно же, мы обеспечиваем все районы. Ждем, вакцина поступает. Партиями, да. Первая партия уже поступила. Есть. То есть я думаю, что всем хватит, да? Конечно, группам риска хватит. Обязательно, всем. да? Ну а какие же еще есть меры профилактики помимо вакцинации? Вот вы знаете, меры профилактики, они для всех респираторных инфекций схожи. Что ковид, что грипп, что любая респираторная инфекция. Вот вы до этого рассказывали про королеву Елизавету II, что она всегда была в перчатках. Чистота рук в первую очередь. Потому что контактный путь передачи никто не отменял для респираторных инфекций. Закаливание, витамины, хороший сон, респираторный этикет. Вот все. И, конечно, самое эффективное – это вакцинация против гриппа. Вообще вакцинацию против гриппа, наверное, можно сравнить с ремнем безопасности в автомобиле, потому что, чтобы предупредить какие-то тяжелые последствия, осложнения, летальные исходы, лучше обезопасить себя. Заранее. Марьяна Андреевна, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. И мы, конечно, надеемся, что в этом году заболевших ОРВИ, да, и тем самым гриппом будет, по статистике, меньше, чем в прошлом году, а еще в позапрошлом году. И, конечно, дай бог, чтобы у всех было крепкое здоровье. Спасибо за приглашение. Я приглашаю всех на вакцинацию против гриппа. И еще один способ не поддаваться болезням – это вести здоровый и активный образ жизни. Мы любим рассказывать и показывать вам примеры таких людей. Сегодня расскажем об отважных женщинах, далеко не в юном возрасте, решившихся на сплав по такой бурной реке, как Индигирка. Индигирка – одна из самых популярных мест для любителей активного туризма и рыбной ловли. Сюда стремятся в основном опытные туристы, так как река считается одной из опасных в России, и чтобы сплавиться по ней, нужна хорошая подготовка и опыт. Любители краеведческого туризма Аян из Вилюйского улуса такой опыт имеют, но сплав по Северной реке для них первый. Мы ездим по разным достопримечательным местам Якутии. Это не первый раз. В сплавах тоже были несколько раз. А в Индигирке первый раз. Чтобы рассказывать посетителям музея о Якутии, самим надо знать и воочию увидеть все ее красоты, считают участники клуба. С 2008 года, тогда был создан клуб, они побывали на многих реках Центральной и Западной Якутии, а также в Бурятии и даже в Китае. Но в этот раз их сопровождают опытные проводники. Ведь, несмотря на то, что сплав не первый, бурный нрав Северной реки может быть непредсказуем. Этот сплав был, по-моему, еще героический какой-то поступок. Раньше мы сплавлялись по Амге, как Николаевна сказала, по Верхней Амге, по Синей, но по сравнению с ними это Индигирка, это что-то такое. Хрупкие женщины, чтобы совершить этот сплав, прошли по воде и суше почти 2000 километров. А Валентина Томская, чтобы увидеть красивейшие пейзажи северной природы, об этом она давно мечтала, даже преодолела активное сопротивление родных. Так как я не работаю, у меня свободного времени много, решила, что съездить. А родные все были против, кроме мужа. Что так далеко ездишь? Здесь недалеко сплавов-то много. А ты прямо в Индигирку едешь. Преодолевая свой собственный страх, навстречу мечте идут и плывут эти женщины, так как считают, что только так можно ощутить все краски жизни по-настоящему. А природа Якутии как будто для этого и создана. Туяра Филиппова, Руслан Ачиров, Петр Шестаков, Момский район. Доброе утро, Якутия! Мы передаем также пламенный привет этим замечательным женщинам. А напоминаю, что этот сюжет подготовил мой коллега Руслан Ачиров, который все еще находится в командировке. Он снимает свои эксклюзивные сюжеты и очередные выпуски программы «Испытано на себе». Я жду их с нетерпением, ну и, конечно же, жду его как соведущего утреннего эфира. Все-таки не очень комфортно, когда ведешь его одна, не с кем словом обмолвиться, поспорить, обменяться мнением, наконец. И вот сижу я сегодня и думаю,
знаете, прочитала одну интересную новость. Оказывается, теперь чревато по телефону разыгрывать звонящих тебе мошенников. Ведь часто бывает, что устав от назойливых звонков, особо острые на словцо люди, вроде меня, начинают, так сказать, подшучивать. И так делать теперь не советуют. Как сообщают «Известия», таким людям мошенники стали мстить. Они используют их номера в качестве подменных для своей деятельности. Представить даже страшно, что будет происходить потом. Но какие действия нужно предпринимать, если все-таки с вашей банковской карты несанкционированно списаны денежные средства, узнаем прямо сейчас из советов нашего юриста Вероники Тамтосовой. Всем доброго утра! Сегодня мы поговорим о такой популярной теме, как мошенничество именно с банковскими картами. Бывают у нас несанкционированные списания. Несанкционированные списания у нас двух видов. Это списание непосредственно, если вы потеряли банковскую карту, если к ней подключились удаленно. И также это второй вид мошенничества по телефону, когда у вас выпытывают прям персональные данные. Ну, конечно, всем неоднократно уже повторяли, что нельзя сообщать персональные данные третьим лицам, нельзя говорить номер карты, иные ее реквизиты, но, к сожалению, такое тоже бывает. Но и в этом случае можно быстро обратиться в банковской системе, осуществить возврат, но лучше всего, конечно, если вам задают такие вопросы, отключиться и самостоятельно перезвонить в свой офис банка и уточнить, правда ли есть какая-то угроза вашему счету, вашему вкладу, правда были какие-то перечисления в адрес третьих лиц. Ну, а вообще теперь о законодательной стороне вопроса. Что нужно делать, если у вас несанкционированно произошло списание? Во-первых, банк обязан проинформировать владельца карты обо всех совершенных по счету операциях. То есть вам должна обязательно прийти смс, что списание произошло. Это установлено статьей 13 Закона о национальной платежной системе. То есть, если банк вас не проинформировал, это нарушение, банк обязан вам денежные средства будет вернуть. Во-вторых, клиент, получив сообщение о неправильной или несанкционированной им операции, должен незамедлительно сообщить банку не позднее дня, следующего за днем получения информации. То есть, если сегодня произошло списание, крайний срок завтра, и обязательно нужно обратиться в банк и сообщить. Это также установлено частью 11 статьи 9 Закона о национальной платежной системе. Для чего это делается? Чтобы банк не мог отказать мне в возврате денежных средств. То есть если все соблюдаю и банк не обезопасил мой счет, я не предпринимал никаких действий, чтобы произошло списание, то это вина банка. Следовательно, банк возвращает мне денежные средства. В-третьих, если клиент сообщил в указанные сроки о том, что списание денег было инициировано не им, банк обязан возместить сумму операции в полном объеме. То есть мы возвращаемся к тому, что банк нам обязан возвратить деньги. В-четвертых, если клиент не сообщает банку о том, что операция не была им санкционирована, также это установлено законом, частью 14 статьи 9, банк деньги не возвращает. То есть мы видим, что мы обязательно должны в любом случае незамедлительно обращаться в офис банка. Все эти изменения введены в 2014 году. С момента введения данных изменений статистика показывает, что очень маленькое число дел трактуется в пользу банка, если мы соблюдаем следующий порядок действий. То есть сообщаем о том, что есть подозрение о несанкционированном списании денежных средств. Статистика по уменьшению числа мошенничества по списанию показывает уменьшение на 15%. Но это достаточно большая сумма и связана в первую очередь с вашей внимательностью, с тем, что вы перестали разговаривать с мошенниками и сообщать им персональные данные. Поэтому обязательно будьте внимательны, не сообщайте третьим лицам персональную информацию, касаемо не только карт, но и личных данных. И все будет хорошо. Хорошего дня! На календаре 12 сентября. Для кого этот день будет полон неожиданностей, ну а для кого он пройдет спокойно и без эксцессов, узнаем из нашей постоянной рубрики «Гороскоп». Овны. Рискните принять участие в каком-то конкурсе или акции. Звезды сулят какой-то выигрыш. Сегодня овны могут оказаться в роли синоптика, потому что будут строить погоду всем окружающим. Если кто-то проявит по отношению к вам агрессию, постарайтесь не отвечать тем же. Тельцы. Сегодня тельцы могут случайно сказать что-то такое, что перевернет чью-то жизнь с ног на голову, но позже вам скажут за это спасибо. Спеть в караоке будет полезно для тельцов сегодня. Неподходящий момент обращаться к руководству с финансовыми вопросами.
Близнецы. Предвкушение не разочарует. Близнецы, не упустите шанс блеснуть умом, если будет такая возможность. Нерешительные близнецы опять упустят свой шанс. Раки. Сегодняшний день отлично подходит ракам для того, чтобы, наконец, выбросить что-то ненужное или, наоборот, то, от чего нужно избавиться, но жалко. Не переживайте, вы не почувствуете пустоту без этих вещей. Сегодня ракам можно особо ничего не делать, им за это ничего не будет. Не самый лучший день для бракосочетания. Львы. День прекрасно подходит для заключения брака и прочих семейных радостей. Сегодня придется вспомнить о здоровье. Сегодня амбиции львов будут смехотворными и неуместными, так что забудьте о них на сегодня. Девы. Девы, попробуйте спросить о том, что вас волнует у пожилого человека. Возможно, он поможет вам найти ответы на вопросы. Сегодня девам нельзя оставаться в стороне происходящих событий. Он должен быть активным. Девы, не переборщите с алкоголем, чтобы не наделать глупостей. Весы. Сегодня весы могут спровоцировать кого-то на легкий флирт, который доставит обоюдную радость. Главное изначально быть честным с партнером. Сегодня стоит быть очень внимательными весам, особенно в дороге. В спешке весы могут упустить какую-то важную информацию. Скорпионы. Скорпионы, освободите себя от того, что тянет вас вниз. Вы об этом не пожалеете. Сегодня вы очень остро будете чувствовать неискренность окружающих, от которых вам пока никак не избежать. Возможно, сегодня коллега Скорпионов захочет перевести стрелки своих ошибок на него. Стрельцы. Сегодня стрельцы сделают что-то такое, что заставит их гордиться собой. Стрельцам не стоит опускаться до зависти. Люди ждут от вас большего, чем вы сегодня можете им дать. Козероги. Сегодня козерогам помогут решить проблему и сами почувствовать себя счастливее. Почтительно выслушайте все, что вам будут говорить в ваш адрес, но не зацикливайтесь на этом. События сегодняшнего дня будут напоминать сюжет грустной сказки. Водолеи. Водолеи, вы так долго мечтали, чтобы кто-то придумал и организовал для вас сюрприз-вечеринку. Возможно, ваша мечта скоро осуществится, а сегодня помечтайте о ней еще разочек. Дружеская компания – вот что так необходимо водолеям сегодня. У водолеев не совсем удачный день для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях. Рыбы. Сегодня рыбы могут получить самый дорогой подарок в своей жизни. Сегодня не стоит ждать от жизни каких-то фейерверков рыбам. Их день пройдет ровно и спокойно. Сегодня рыбам покажется, что их загнали в угол. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Пусть он будет удачным во всех отношениях, ну а самое главное, пускай у вас будет прекрасное утреннее настроение. Ну а для создания хорошего настроения мы в свою очередь советуем как можно чаще созерцать на красоту, будь то природа или красота, сотворенная человеческими руками. Кстати, вы успели побывать на выставке Третьяковской галереи в Якутске? По словам как организаторов, так и посетителей, она прошла с большим успехом. Выставка просто прекрасная, очень многогранная. Картины веют прямо тем временем. Есть очень знакомые картины, которые мне очень воодушевились, произведения, которые мы изучали, когда мы учились еще в школе. Картины выписаны так прямо ясно. Люди кажутся как живые на картинах. Впечатления замечательные. Мне очень нравится находить здесь своих любимых художников. Очень нравится смотреть на построение анатомии в картинах великих художников. И очень нравится осознавать, что многие из этих картин не старше меня на 2 века. А мне понравился портрет Чехова. Мне понравился он тем, что он смотрит очень искренне. Мне больше всего понравилась картина с Елизаветой, которой было всего 5 лет. Там из кевера с кожи, и он полностью передает. Он такой реалистичный, как будто это все в реальной жизни. Мне больше всего понравилась вот эта скульптура, потому что девочке весело, напоминает лето. Летом всегда весело. Мне больше всего понравилась картина Левитака Исаака Ильича, которая называлась «Весна. Большая вода». Больше всего мне понравилось в этой картине, как описаны деревья, как он их нарисовал.
И в гостях у нас этим утром главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова. Татьяна Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Сколько человек посетило выставку в Якутске? На сегодня общая посещаемость выставки составила 15 680 человек. То есть это достаточно большой показатель. Но, как нам говорят коллеги, это рекорд. Это рекордная цифра. Ни один выставочный проект, который проходил за последние годы в Национальном художественном музее, не имел такой посещаемости. Но мы вот только что услышали, да, восторженные отзывы посетителей выставки. А у вас, как у строителя вот такого замечательного мероприятия, да, после завершения, вот какие остались эмоции, впечатления? Ну, мы чрезвычайно удовлетворены и счастливы, что этот проект состоялся и что он прошел с огромным успехом. То есть насколько, вы считаете, успешно прошла именно ваша работа? То есть вы довольны тем результатом? Мы довольны, да, поскольку для создания такого проекта нужны усилия очень большой команды людей. И эти усилия и эти команды – это и Третьяковская галерея, это и Национальный музей, это и власти республики. Когда большая команда с разных сторон, когда партнеры хотят достичь большого результата и вкладывают в это свою душу, свое сердце, все получается. Интересно, а как картины чувствуют себя после столь длительного нахождения вне стен Третьяковки? Это очень важный вопрос для меня, как для главного хранителя, первостепенный. Окончательно и определенно сказать об этом мы сможем, когда выставка вернется в Москву. Но сейчас для всех могу объяснить, что есть такое понятие, как паспорт сохранности, который готовится на каждое произведение, которое отправляется в путешествие. И в этом паспорте сохранности очень внимательно все прописано. Как чувствует себя картина, какие есть риски перед тем, когда она отправится в путешествие. Когда выставка приехала в Якутию, сюда прибыла наша команда реставраторов и хранителей. И вместе с коллегами из музея была проведена так называемая сверка состояния сохранности, когда каждая картина и каждое произведение скульптуры очень внимательно, многими глазами осматривается, считывается описание этого произведения. И я должна сказать, что пока все достаточно хорошо. Ну, мы очень постарались, чтобы так было, потому что условия, которые сейчас созданы в экспозиционных залах, где находится наша выставка, они очень приближены к тем условиям, в которых наши произведения живут дома, в Третьяковской галерее. Ну а вообще зрители в Москве не потеряли известные полотна, да? Ну вот так долго, причем мы же сроки-то увеличили, да, попросили же, зритель хотел видеть дольше и продлили, да? И действительно, наверное, 3 месяца куда? полный срок экспонирования, да. Плюс транспортировка в одну сторону и в другую, получается довольно длительный период времени. Это так. Вопросы не появились, а где картины? Вы знаете, мы всегда заблаговременно заботимся о том, чтобы наши зрители не потеряли картины. Поэтому, когда принимается решение о отправке какой-то картины из постоянной экспозиции из зала в Третьяковской галерее, мы заблаговременно информируем наших коллег, наши службы, наши отделы, которые работают очень тесно с посетителями, и наши экскурсоводы в ходе экскурсии могут прокомментировать отсутствие той или иной картины. И, конечно, мы не допускаем пустот на стенах. Мы заблаговременно продумаем, что на это место, какая картина может временно находиться. Ну, такие мероприятия, это, конечно же, несомненно, обмен опытом, да? Вот какой же опыт, возможно, Третьяковская галерея приобрела вот сотрудничеством нашего города? Я считаю, что этот опыт чрезвычайно положительный. Как всем уже хорошо известно, в Якутии, и это напомнено многократно, о том, что в 1928 году именно Государственная Третьяковская галерея передала 28 произведений из своего собрания, и это послужило началом формирования коллекции Национального музея Якутии. Это очень важно. Мы знаем, что в истории было несколько выставок. Они, конечно, не были столь масштабны, как нынешний проект, но нынешний проект, он уникальный. Его масштабность и его значимость, она чрезвычайно высока.
А где и какие выездные выставки организует Третьяковка? Выставочная деятельность Третьяковской галереи – это одно из самых важных направлений нашей деятельности. Поэтому мы делаем в стенах Государственной Третьяковской галереи, а у нас много площадок выставочных, мы делаем разные выставки. Это и монографические, это и комплексные выставки, и выставки современного искусства, поскольку мы активно работаем с этим искусством 20 и 21 века. Могу сказать, что ни один серьезный проект, например, в Государственном русском музее не обходится без приглашения произведений из собрания Третьяковской галереи. Очень важное направление – это региональная деятельность. И поэтому на просторах Российской Федерации, начиная от Калининграда до Владивостока, зрители могут периодически познакомиться с картинами и с произведениями из собрания Государственной Третьяковской галереи. Ну и для всех ценителей искусства в нашей республике, конечно, один из самых главных вопросов. А вернетесь ли вы к нам вновь и когда ждать подобные выставки уже в Якутске вновь? Мы считаем наш опыт сотрудничества положительным. Конечно, как уже звучало, нынешний проект – это особая ситуация, это уникальный проект. Это проект, который, безусловно, стал историей. И он войдет в историю не только деятельности музея национального, но и всей республики, всей культурной жизни. Поэтому такие проекты, конечно же, делаются редко. Но мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Ну а каковы будут эти формы и какой будет формат будущих выставок, покажет время. Татьяна Семеновна, мы благодарим вас за ваш труд, благодарим вас за то, что именно благодаря вашей работе многие жители нашей республики смогли все-таки увидеть, да, те самые уникальные картины, те самые уникальные работы, да, известных художников. И мы, конечно, очень надеемся на то, что вы вновь вернетесь к нам с новыми идеями, с новыми выставками, и зрители обязательно оценят ваш нелегкий труд. Спасибо. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо большое. И доброго утра. Спасибо. Красоту мы можем найти не только в музеях, но и просто наблюдая за окружающей природой. Осень – это удивительное время. Это та самая долгожданная пора сбора урожаев. Чего только не выращивают у нас на территории Якутии. Все виды овощей, ягод, уже и кукурузой с виноградом не удивишь. Но не всегда овощи бывают ровных форм и размеров, как, например, у жителя Алдана. Обратите внимание на это фото. Забавная картошка с любовным посылом. Не правда ли мило? И действительно, у нас можно встретить на грядках и позитивную клубнику, и морковку астронавта, и картофельный утенок, и огромная стопа, а также баклажан буратино и милая яблоневая бабушка. Вот сейчас вы видите вот те самые фото такого урожая интересного на ваших экранах. И мы решили объявить такой вот конкурс, дорогие наши телезрители. Все очень просто. Если вдруг у вас на грядке появилось вот такое чудо, вы можете отправить это фото и на наш телеграм-канал, либо на номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Отправляем фотографии, подписываем, возможно, у вас есть комментарий к своему фото. Постарайтесь, пожалуйста, сохранить, возможно, ваш тот самый урожай, и мы обязательно выберем победителей, и кто-то из вас получит хороший, замечательный подарок. А далее для всех любителей огородников и дачников, которые в эти дни сажают саженцы плодовых деревьев и кустарников, будут, думаю, полезны советы научного сотрудника ботанического сада. Моя коллега Юлия Михайлова съездила туда и научилась правильно сажать вишню. Оказывается, даже такие плодовые деревья у нас при правильной посадке и уходе растут и даже плодоносят. Поскольку у нас конкретно здесь, в ботаническом саду, земля, она достаточно хорошая, то есть плодородная, то достаточно глубины в штык лопаты диаметра где-то 50-60 сантиметров. А если же у вас на участке земля тяжелая, глинистая или засоленная, то есть не очень плодородная, то лунка эта, соответственно, должна быть больше, поскольку первое время корневая система
растения, она далеко не уходит, то есть формируется вот в этом месте. И чем больше вы сделаете плодородности, ну, то есть по объемам, масштабам и так далее, тем лучше растение будет себя чувствовать. Конкретно у нас вот этих размеров достаточно. Здесь у меня приготовлены песок, перегной, земля с участка, вода и, собственно, сами саженцы. Вообще, получается, должна сказать еще о сроках посадки, потому что, хотя мы говорим об этом постоянно, но думаю, что на этом акцент нужно ставить всегда. Работы по саду всегда производятся либо осенью, либо весной. Осень у нас начинается с середины августа и длится до середины-конца сентября, зависит от погоды. А весна у нас начинается с середины мая, тоже от того, зависит от того, как подтает земля, и заканчивается серединой июня. В другое время, то есть июль или там остаток июня, часть августа, вообще лучше не трогать именно растения и ничего с ними не производить, никаких манипуляций. Получается, вот мы выкопали, вернемся к лунке. Вот у нас земля с участка, вот у нас ведро перегноя. Изначально под древесные растения соотношение земли с участка, перегноя и песка должно быть 3-1-1, то есть 3 части земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Но поскольку у нас вишня песчаная, уже в самом названии понятно, что ей нужен песок. Поэтому то есть песка будет больше? Песка будет больше. Ну, плюс у нас еще здесь и земля довольно хорошая. Ну, то есть она уже как бы с песком, с содержанием песка, да? Поэтому я насыпала как бы пол ведра. Тут вот эти соотношения и так далее, в принципе, все это делается на глаз уже. Так, вот, в общем, вот так вот у нас выглядит земля. Ну, такая хорошая земля-то у вас. Это перегной. Это перегной. Это очень хорошо перепревший перегной, который уже содержит питательные элементы в виде макроэлементов. Это азот, фосфор, калий, основные вещи для питания растений. Плюс и микроэлементы в перегное тоже содержатся. Вот этого питания нам будет достаточно последующие 2 года. Получается, поскольку у нас саженец без корневой системы, без земли, мы наполняем нашу яму практически до краев. При посадке тоже, получается, осматриваете корневую систему. Здесь, если есть какие-то подгнившие корешки или же сухие корешки, их нужно будет подрезать. На этом саженце мы этого не видим, так что он здоровенький, хорошенький. Тут у нас есть такая вещь, называется корневая шейка. При посадке мы не должны ее заглублять, поскольку если заглубляется корневая шейка, растение потихоньку задыхается. Либо же очень медленно развивается, либо впоследствии совсем может выпасть. У нас должна получиться такая некая кашица. Вот сметанообразная. Для того, чтобы земля полностью облепила все, даже самые маленькие корешки. И уже через 2 года, может 3, у нас на этом кусте начнут появляться ягодки. Первые плоды. А тем временем новости о прошедших накануне в Якутии муниципальных выборах продолжают обновляться. И мы вновь передаем слово нашим коллегам из новостной службы. Вот и подходит к концу наш утренний эфир. Ну а следующий материал, как сказали бы подростки, сделал мой день. Видео с озорной медведицей Харчаной родом из Якутии опубликовал телеграм-канал Ленинградского зоопарка, где она сейчас содержится. На кадрах видно, что любимица посетителей зоопарка играет с новой игрушкой – простой пластиковой канистрой. Это еще одно подтверждение того, что счастье не требует многого. Иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошо повеселиться. И мы желаем вам, дорогие телезрители, хорошего начала дня, а также, вот как Харчана, просто найдите мелочи и радуйтесь им.
Вот таким милым, забавным, а самое главное, добрым видео мы завершаем наш утренний эфир. Увидимся уже завтра.